мы сидим на пороховой бочке, вот, которое ввело нас вот это руководство, наше местное руководство, не Кишинев. Кишинев всячески пытается сгладить эту ситуацию. Ну, наши пока, знаете, как наши вот эти горе-патриоты, по-другому я их не назову, вот как бы патриоты в кавычках, они сегодня толкают, вот, и они сегодня сидят на зарплате у Шора, и сегодня толкают в эту страну, вот эту конфронтацию, которая вот сегодня творится. Очень хорошо при Советском Союзе, вот я сказал на одной передаче, вот людей судили за тунеядство. Вот эти люди нигде не работают, вот я смотрю на них, они нигде не работают, нету никакого трудового послужного списка, но они сегодня на что-то живут, вот так вот, знаете как, а живут они именно на вот этим вот, то, что обирает вот этого нашего простого избирателя, нашего простого вот этого, как бы, бабушку, дедушку, вот этих стариков наших. Почему мне очень многие звонят, у нас получалось так, что на прошлой передаче я сказал, что у кого штрафы, обращайтесь, мы будем помогать. Вот так, как помогать, в каком случае, чтобы людям было понятно, которые дела дошли до судов, там уже мы ничего сделать не сможем. Ну, когда они еще на стадии, когда вам делают протокола, сегодня обращайтесь. Почему? Потому что надо идти на сотрудничество со следствием. Не надо жалеть этих дуриков, муриков, всяких вот этих, которые вас туда вовлекали. Сегодня они получали зарплату, у них зарплаты в начале было где-то по 15 тысяч евро получали в месяц. Вот так. На каждом вот этом митинге, если вы даете им по 1200, 1400 лей вместе с питанием, 1600 с приездом туда, вам они дают 200 лей, остальное суют в карман. Так что не жалейте их. И сегодня люди, которые показывают сегодня на вот этих, вот этот меня ввел вот эту электоральную коррупцию, это сегодня автоматически с него снимается, он идет на сотрудничество со следствием, дает показания, кто его туда ввел, и сегодня они штрафы не платят даже ни при каком раскладе.